День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них и многом другом расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Торжествует ли справедливость? В Якутском городском суде огласили приговор бывшему депутату Госсобрания Николаю Румянцеву. Чем же закончится история со смертельным ДТП? В тот день шел сильный дождь, и видимость была низкая. Случай массового отравления зафиксирован в Алекминском районе. Госпитализировано уже 17 человек. Прокуратура проводит проверку. 15 детей будут находиться на лечении в условиях инфекционного отделения в Центральной районной больнице. Свой последний рейс совершил легендарный Ту-134, принадлежащий авиакомпании «Алроса». Личный самолет Аллы Пугачевой торжественно проводили на пенсию. И снова о борт плещет волна. Речники республики открыли навигацию. Первые суда уже начали доставку груза. В Якутии начался сезон клещей. Чем они опасны как для людей, так и для животных. И как защититься от неприятных последствий, расскажут наши корреспонденты. День Саилыка и Никола Вешний. Жители республики отметили любимые народные праздники, предвестники скорого лета. По самым последним данным, ледоход на реке Лени проходит по территории Жиганского района республики. Нижняя кромка ледохода расположена в районе поселка Жиганск. Верхняя кромка на границе Кобяйского и Жиганского районов. На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка наблюдается в 97 километрах ниже города Среднеколымск. Уровень воды составляет 1095 сантиметров, при критическом 1200 сантиметров. На реке Индигирки активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района. Уровень воды у Белой горы в 2 раза ниже критической отметки. Происходят подвижки льда и разводья. На реке Яне преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью. И самое главное, подтопленных населенных пунктов нет. Судоходный период в республике очень короткий, но успеть нужно многое. Сразу после прохождения ледохода в Ленском районе состоялось торжественное открытие навигации. На праздничной церемонии побывала и наша коллега Анна Кожевникова. Навигация 2019 открыта. На рейде у причальной стенки Ленского речного порта ждут очереди на разгрузку сразу 3 судна. Почетное право прийти первым получил капитан СК-2085. Судно доставило технический груз для акционерной компании «Алроса» из Усть-Кута. На торжественном открытии навигации начальник Ленского речного порта вручил ключ капитану судна СК-2085 Анатолию Греховодову. Первый рейс, он также, я вот уже говорил, что как и последний, он самый трудный. Здесь отсутствие навигационной обстановки играет свою роль. Сами по себе погодные условия. 7 футов под килем пожелали речникам в этот торжественный день открытия навигации 2019 все собравшиеся. Первым поздравил с открытием навигации работников Ленского речного порта заместитель главы города Василий Козырев. На праздничном митинге в Ленском речном порту собрались представители всех структур, работающих бок о бок с речниками в период навигации. От имени коллектива судоходной компании «Алроса Лена» я поздравляю вас с очередной навигацией, с открытием очередного сезона 2019 года. Объем получаемых грузов в последние годы особо не меняется. Основным заказчиком всегда была акционерная компания «Алроса», но в последние годы объем поставок сторонних организаций не меньше. На сегодняшний день те компании, которые заявились с большим объемом, это компании, «Техавангард» и КРП. Там дальше идут уже маленькие компании, так скажем, там 10 тысяч тонн, менее 10 тысяч тонн. После реорганизации для Ленского речного порта все заказчики теперь сторонние. Цифры предварительно заявленных объемов поставок свыше 380 тысяч тонн. В соответствии с этим мы и штат работников набирали, сезонных, я имею в виду портовых рабочих, крановщиков, мастеров. Конкуренции Ленский речной порт не боится. Такого оборудования, профессионального штата и отлаженной системы работы нет в других частных организациях, занимающихся транспортировкой груза по воде. Все суда, естественно, все клиенты у нас, поэтому такой рейд у нас образовался с первого дня навигации. Но, тем не менее, мы уже в первые сутки выгрузили более 4000 тонн. И я думаю, с этим наплывом судов в течение 2-3 недель мы разберемся и справимся. Навигационный период Ленский речной порт тесно сотрудничает с такими предприятиями, как судоходная компания «Алроса Лена»,
Основной перевозчик грузов «Алмаздуртранс», Ленское отделение управления материально-техническим снабжением акционерной компании «Алроса» является основным получателем грузов для алросовских подразделений. В общем, нам нужно будет принять как собственного топлива, так и стороннего порядка 150 тысяч тонн на нефтебазе «Саханефтегазбыт». Это объем достаточно приличный. Поступление будет напряженное сначала навигации, традиционно есть накопление в Усть-Куте всегда. В этом году общая цифра это порядка 140 тысяч тонн. Мы не будем называть с точностью до килограмм, до тонн. Это технический груз порядка 80 тысяч с лишним. Получателем первого груза навигации 2019 стала центральная база управления материально-техническим снабжением. На рейде порядка 7 единиц флота с грузом. Груз различный. Контейнера 20-тонные, 3-тонные с маслами, с химпродукцией, техника, металлопродукция. Работа по поставке груза здесь тоже немного видоизменилась. Работа немножечко усложнилась. То есть то, что раньше было в компетенции АДТ, приемка груза, они осуществляли доставку груза, так как они были нашей представителем компании «Алроса». А сейчас вот эту организацию доставки грузов с речного порта до Ленского отделения тоже осуществляем мы. Но тем не менее, несмотря на масштабные кадровые изменения и реорганизации, сотрудники всех предприятий в полной боевой готовности к навигации 2019. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этой неделе якутяне особенно радостно отпраздновали День полярника, который отмечается в России с 2013 года и посвящен открытию первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». В этом году в Якутии празднование приурочили к знаковому для жителей республики событию – вхождению 8 районов республики в состав арктической зоны страны. Конечно, мы очень рады, что наш УЛУС включили в арктическую зону, потому что, насколько мы все знаем, что будут налоговые льготы для жителей. Ну и, конечно же, будут различные программы, надеюсь, которые будут мотивировать развитию нашего района, ну и не только нашего района, и всех районов арктических УЛУСов. Поэтому, конечно, мы очень рады. Цены на авиабилеты очень дорогие, у нас только в летнее время только авиационное направление. Ну и, соответственно, на продукты очень дорогие цены. Ну и дороги внутри района, соответственно, тоже проблемы. Ну, в общем, проблем очень много, которых надо решать. Ждем положительных моментов. Ну а как сегодня живут жители одного из районов, которых включили в состав арктической зоны, и какие надежды они с этим связывают? О своей поездке в Устьянский район расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Оленеводство в Устьянском Улусе возродили практически с нуля. Начало было положено в 2003-м. Тогда количество оленей здесь составляло около 5000 голов. За 16 лет их количество возросло в разы и сегодня составляет около 22,5 тысяч. Это одно из самых ближайших стад от поселка Депутатский. Оно находится примерно в 40 километрах от районного центра. Оно было образовано летом 2016 года. Тогда здесь было около 600 голов, и за это время их численность выросла до более 1000 голов. Бригадир этого стада Дмитрий, он содержит оленей со своей семьей. Повзрослевшие дети уехали учиться и приезжают помогать летом. Рядом с родителями осталась 5-летняя дочь, которая ездит к ним из поселка Депутатский. Как это кочевая семья? Брат, сестры, жены, родственники и с моей стороны. Молодежи нет, не идет. Сейчас мы только остаемся, как мы родились в тундре, поэтому свою традицию, с малых лет, работаем так, поэтому. По всему Устьянскому району 12 оленеводческих бригад, в которых трудится 129 человек. Численность поголовья у всех разная, от 900 до 4000. От этих цифр напрямую зависят субсидии для оленеводов. За каждого оленя в год от государства предусмотрено 4122 рубля. Эти деньги идут на зарплаты, бензин, транспорт, продукты и все необходимое. Местные оленеводы обеспечивают мясом школы, детские сады и больницы. Также поставляют оленину в местные магазины. Помимо Устьянского района поставки идут в Верхоянский, Алайховский и Момский районы. Ставим вопрос еще одного убойного цеха, именно для лесотундровой зоны. Тут у нас 4 стада, 4 бригады.
Общее количество где-то около 6 тысяч оленей. И тут тоже забой до 1000 голов в год. Тоже хотим запустить и первичную переработку. В будущем оленеводы планируют запустить туристический бизнес, показывать приезжим быт и жизнь в оленеводческом хозяйстве. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь молодые кадры в традиционную деятельность. Сегодня оленеводство – одна из основных отраслей в Устьянском улусе. Наряду с этим в районе планируется возродить и промышленность. Об этом во время своей рабочей поездки сообщил глава региона Айсен Николаев. Здесь это уже такая исторически сложившаяся отрасль, в том числе мы все помним, что в советское время здесь был один из крупнейших горнообогатительных комбинатов депутатских, который добывал оловянный концентрат. Сегодня речь идет не только о возобновлении добычи олова, но и о добыче серебра, о добыче золота. Здесь находится одно из крупнейших месторождений мира, Кючус, которое тоже требуется уже определенных подходов к его освоению. Для Устьянского улуса традиционно одной из самых серьезных проблем остается многолетний период маловодья на реке Яна. В прошлом году из-за этого навигации не было почти месяц, в период с августа до сентября. В этом году навигация планируется с июня, но высоких уровней воды также не ожидается. Потенционных запасов нынче значительно меньше, в силу того, что мы основные объемы в Верхоянский район перевезли автозимниками. Это говорит о том, что слаженно сработали, но объем этот навигационный, они достаточно большие, более 150 тысяч тонн мы должны доставить. Это уголь и светлые нефтепродукты, и нефтяное топливо. В период навигации увеличится объем грузов, поставляемых для нужд компаний, которые развернут здесь свою деятельность. Включение в арктическую зону России еще 8 улусов даст толчок для быстрого развития северных территорий. Теперь в 13 районах республики будут действовать социально-экономические и инвестиционные программы по развитию Арктики. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите в продолжении программы. В резонансном ДТП со смертельным исходом поставлена первая точка. В Якутском городском суде вынесли приговор Николаю Румянцеву. Проблемы поиска работы особо остро стоят у людей с ограниченными возможностями. Как найти выход из сложившейся ситуации на рынке труда? Мы продолжаем. Вызвавшее большой общественный резонанс постановление номер 202 об оптимизации социальных учреждений отменено. Еще во время работы в Устьянском районе глава республики Айсен Николаев заявил, что рекомендует отменить широко обсуждаемое в последнее время постановление. Мы все равно должны заниматься вопросами совершенствования сферы бюджетной, так работа в этом направлении будет идти, но для того, чтобы это шло более эффективно, в таком тесном взаимодействии с нашим гражданским обществом, для того, чтобы жители республики, в том числе вот таких удаленных наших улусов, такие как арктические, как тот же Устьянский, чувствовали себя спокойно, защищенно, я буду рекомендовать председателю правительства республики Владимиру Викторовичу Соловьеву все-таки 202-е постановление отменить, но взамен этого до 1 сентября принять уже новое постановление. А Министерство труда России тем временем подготовило законопроект, предлагающий работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. За неприем на работу людей с ограниченными возможностями предполагается ввести ежемесячную компенсационную выплату в специальные создаваемые фонды содействия трудоустройству инвалидов. В качестве одного из пилотных регионов этого эксперимента была выбрана Республика Саха-Якутия. Ну а как складывается ситуация на рынке труда для людей с ограниченными возможностями, в материале Дмитрия Тымырова. Учебно-производственный комплекс трудовой реабилитации инвалидов – единственное место в республике, где все работники – это люди с ограниченными возможностями здоровья. В конце 90-х, начало 2000-х годах у нас очень большой объем заказов было. Мы даже вот в выходные выходили, вторую смену организовали, да, особенно вот в швейном производстве, там, ну, типография то же самое. А потом, когда вот принятием 44-го ФЗ, когда вот всех обязали через торги только размещать заказы, конечно, заказы сразу упали. Пошел упадок,
Поэтому вот, ну, заказов нету, понимаете. Да. Самое главное у нас заказы. Сегодня, чтобы как-то конкурировать и существовать на современном рынке, существующие цеха реструктуризировали и теперь стали обществом с ограниченной ответственностью. Сегодня в 3 цехах трудятся около 40 человек. Это ничтожно мало по сравнению с прошлыми годами. У нас работает это по зрению, есть инвалиды. Там, потом большинство у нас это по слуху и речи, глухонемые и по общим заболеваниям. У нас, несмотря на сложности, прочее, да, мы работаем. Вот я же говорю, что вот уже 24-й год работаем. И вот все-таки вот благодарим, конечно, что у нас есть заказчики. Сегодня заказов, конечно, не так много, но для того, чтобы сохранить рабочие места, социальное учреждение не закрывается. Основной костяк коллектива – это те люди, которые трудятся здесь со дня открытия предприятия. В советское время мы работали, госзаказ был, и республика помогала, и государство помогало, все льготы были у нас. Мы живем и работаем как сироты при живых родителях. Вот благодаря руководству нашего мы вот до сих пор работаем. Люди с ограниченными возможностями здоровья также отмечают, что сегодня в городе Якутске, да и в целом в республике, найти подходящую работу очень сложно. Мария Степанова сейчас работает в УПК-3, а до этого без работы просидела полгода. Тяжело устроиться и не везде берут. Просто так как, ну, сами понимаете, болеешь, и по больницам ходить надо, и по комиссиям проходить. Каждый раз отпрашиваться им тоже невыгодно. Как отметили в Центре занятости населения города Якутска, многие работодатели столицы не выполняют закон о квотировании рабочих мест, то есть не берут на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 26% от общего числа работодателей. Сегодня в Центре занятости населения города состоит на учете по поиску рабочих мест 165 граждан с ограниченными возможностями здоровья. 77 организаций, да, на 345 рабочих мест на сегодня не исполняют закон о квотировании рабочих мест. И из-за этого, значит, вот у нас идет неисполнение закона о квотировании. Вот как раз, значит, вот то, что говорила я, 74%, то есть, значит, это 26% неисполнения. Чтобы как-то сократить эту печальную статистику, Центр занятости города проводит различные мероприятия для работодателей, чтобы те, в свою очередь, брали на работу особенных людей. А для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят бесплатные курсы, чтобы их возможности поиска работы расширились. В этом году у нас будет набор на курсы вот, именно для граждан с инвалидностью. Мы будем направлять и на поваров, и на электрогазосварщиков, и на оператора котельной, и на кондитера, и также, значит, вот один из закупки, да, и так далее. Значит, на эти профессии и специальности, да, вот как парикмахер, да, допустим, как портной, также могут быть направлены граждане с инвалидностью. Сегодня работать с инвалидами готовы такие организации, как Медцентр, Айгуль и Сахабулт. В Центре занятости населения города Якутска отметили, именно эти организации лидируют в столице республики по трудоустройству инвалидов. Но вот полностью покрыть штат, как УПК-3, они не могут. В аналогичных организациях, да, независимых форм собственности, где трудятся люди с ограниченной возможностью здоровья, должна быть комплексные меры поддержки должны приняты государством. Это, считаю, во-первых, это налоговые льготы по коммунальным услугам, потом по торгах, госзакупки, там должны быть льготы, преференции. Сейчас по всей стране, да и по всему миру идет тенденция создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Меры поддержки таких особенных людей должны быть везде. Особую роль в этом должно играть государство. Создание рабочих мест, социальных коммуникаций, благоприятной среды для передвижения и взаимодействия – это должно быть в приоритете. Только тогда общество перестанет воспринимать таких людей, как других. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Все аспекты жизни – здравоохранение, проблемы экологии, обороноспособность, новейшие технологии, энергетика и многое другое – зависит от работы метрологов. Представители этой редкой, но очень важной профессии на этой неделе отметили свой профессиональный праздник – День метролога. О всех тонкостях этой загадочной профессии узнавала Амнулияна Шагина.
Метрология – одна из самых загадочных профессий. Отнюдь не каждый сможет сказать, чем именно занимаются метрологи. Но при этом работа одна из самых ответственных. Невидимый фронт, от которого зависит правильная работа самых разных приборов. Поверке подвергаются, к примеру, геодезическое оборудование, автоцистерны, лабораторные и медицинские сосуды, топливно-раздаточные колонки, различные весы, начиная от торговых и до промышленных, а также сотовая сеть и радиочастоты. Поверка – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам. Сегодня в Якутии остро стоит вопрос нехватки квалифицированных метрологов. В 2017 году в Северо-Восточном федеральном университете при кафедре физики, материалов и технологий сварки открылось направление по метрологии и стандартизации. В этом году кафедра готовит своих первых выпускников. И одной из самых таких проблем – это отсутствие кадров, потому что таких специалистов раньше не готовились. Сейчас вот в разных федеральных зонах некоторые открылись вузы по направлению вот этих по метрологии, стандартизации, сертификации. Практически мы первый вуз, который начинаем готовить этих специалистов. Александр Плотников в этом году станет первым магистром по направлению метрология и стандартизация Северо-Восточного университета. Работая в региональном центре по метрологии, он параллельно повышает свою квалификацию. Поступил я в прошлом году, заканчиваем уже в этом году. Магистратура подразумевает под собой 2 года обучения. Учусь я от нашего предприятия, но я считаю, что это очень востребованная специальность, поскольку метрология, стандартизация, сертификация, она и раньше была актуальна, и сейчас актуальна, и в будущем будет востребована, конечно. Центр метрологии и стандартизации работает вплотную со студентами факультета физики. Ребята проходят учебную практику, некоторые из них остаются здесь работать. Сегодня в центре трудится 77 человек, и все они высококвалифицированные инженеры физики. Работа метролога не допускает ошибок. Именно поэтому внимательность и точные знания ценятся здесь в первую очередь. Александр Дмитриев работает в центре с 2008 года. Начинал так же, как и все метрологи, с разъездов по всем районам Якутии. Наши инженера ездят в командировки во все северные районы, ну и также центральные. Основная масса средств измерений это, конечно, у нас предоставляют большие предприятия, также медицинские учреждения. Работа проводится с применением эталонных средств измерений. Каждое средство измерения имеет свой межповерочный интервал и условия поверки. То есть, например, если мы говорим о весах, то в основном весы у нас должны проходить ежегодную поверку. Эталонами здесь пользуется любой метролог. Это высокоточные приборы, с помощью которых выявляется соответствие. К примеру, весы здесь имеют точность до 10 миллионной доли, а гири первого разряда класса точности Е2. И даже стол, где стоят эталонные приборы, отдельно от самого здания вбит сваями в землю, чтобы при работе не ощущалось вибрации. Мы находимся в лаборатории, где производится поверка весов и гирь, которые используются в различных сферах деятельности. К примеру, в ювелирной промышленности, где используются весы для взвешивания ювелирных изделий и бриллиантов. Поверка средств измерения массы производится эталонными гирями. К примеру, вот эта вот гиря весит 500 граммов. Каждая поверка осуществляется в белых перчатках, так как следы отпечатков пальцев могут влиять на погрешность гири. Наши эталоны мы также сдаем на поверку на институты метрологические. Они держатели государственных вторичных эталонов. Они свои эталоны берут начало от международных эталонов. То есть размер, величина килограмм, то ли сила тока, либо секунда, она едина во всем мире. Коллектив центра в основном молодой. К примеру, Сергей работает здесь 3-й год. Пришел сразу после института и остался. Он работает в лаборатории электрорадиотехнических измерений и средств измерений медицинского назначения. Сегодня он занимается поверкой электрокардиографа, прибора, который регистрирует биоэлектрические сигналы сердца. Ошибок не бывает, потому что поверка не один раз проводится. То есть несколько раз измеряем,
одно и то же значение. Метролог устраняет погрешности, регулируя измерительную аппаратуру. Такой поверке подвергается любое средство измерения, поступающее в лабораторию, начиная от секундомера и заканчивая мощным генератором. Если в ходе поверки выявится несоответствие аппарата к ГОСТу, метролог выписывает извещение о непригодности. У каждого прибора свой межповерочный интервал, примерно 1 раз в год. Работники центра часто выезжают в другие районы Якутии. В год проводится более 65 тысяч различных измерений. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите сразу после рекламы. Якутский городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП Николаю Румянцеву. Защита намерена оспаривать это решение. В Якутии начался сезон клещей. Чем они опасны для людей и как защититься? Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселений, с лишением права управлять автотранспортом 3 года. Судья признал Николая Румянцева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Однако подсудимый признал часть вины, оспаривая вождение в нетрезвом виде, превышение скорости и наезд на пешеходов на обочине. Хронологию событий восстанавливала Сусанна Рожина. 7 сентября 2017 года именно на этом месте Николай Румянцев, управляя автомобилем Nissan Patrol, совершил наезд на 3 людей. В результате ДТП 1 мужчина погиб на месте, а 2 получили различные травмы. В тот день шел сильный дождь и видимость была низкая. Наезд был совершен в 30 метрах от пешеходного перехода. Как утверждает гособвинение, Румянцев ехал по обочине со скоростью 60-70 км в час, а сам подсудимый говорит, что скорость была 50-55 км в час. При этом разрешенная скорость на этом участке 40 км в час. Следствием установлено, что все 3 потерпевших мужчин были в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество алкоголя обнаружено в крови погибшего – более 2 промилле. Установлено, что в тот день они приехали на 7-часовом автобусе, а по дороге распили бутылку водки на 3. Как мы видим, на этой стороне нет специальной оборудованной остановки, поэтому в тот роковой вечер, когда лил сильный дождь, 3 мужчин решили немного посидеть на этой стороне, где есть специальная оборудованная остановка. Выйдя на остановке радиоцентр возле села Сырдах, мужчины решили немного посидеть на остановке, покурить, а потом через некоторое время они пошли по домам. И тут тоже происходит расхождение в показаниях. 2 выживших мужчин не помнят детали того рокового вечера и поэтому не могут полностью восстановить всю хронологию событий. Поэтому гособвинение утверждает, что мужчины стояли на обочине, а защита утверждает, что они стояли все-таки на проезжей части. Судом был сделан однозначный вывод о том, что местом дорожно-транспортного происшествия и местом наезда на людей являлась обочина, а не проезжая часть. Также есть показания женщины, свидетельницы, которая за несколько минут до рокового ДТП проезжала на этом месте и видела мужчин, стоящих на неосвещенном участке дороги на трассе, и кое-как успела их объехать. В тот день был дождь сильный, и обочина была вся грязная и мягкая, поэтому если бы вот машина весом 3,5 тонны проехала по этой обочине, там этот след от него наверняка бы остался. А теперь вернемся к Румянцеву. В тот день вечером после работы он решил поехать в Намцы, так как утром следующего дня он должен был встречаться со школьниками. На 23-м километре Намского тракта его ослепила едущая напротив машина, и он сбил людей. Я остановился, и встречная машина тоже там остановилась. Я прибежал, начал один здесь лежал, стонал, а второй
Как утверждает сам подсудимый, он выпил уже после ДТП, чтобы снять стресс. Первое медосвидетельствование через час после ДТП установило степень опьянения в 0,25 промилле, а через 5 часов уже 0,8 промилле. Это и означает, что я выпил после ДТП и показала минимальную, потом потихоньку возрастает. И это тоже одно из доказательств того, что я употребил после ДТП. Таковы основные подробности дела Румянцева. Городской суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии поселения. Но впереди еще апелляция. После того, как суд вручит сторонам копию судебного решения, копию приговора по данному уголовному делу, будет организована проверка данного решения на предмет законности и обоснованности. И в дальнейшем, при отсутствии оснований, нами будет подготовлено возражение на апелляционную жалобу, которые, как думаю, поступят как от защитников, так и от самого осужденного. Ведь это было не единственное смертельное ДТП на этой трассе. Но почему именно дело Румянцева вызвало такой большой резонанс? Сусанна Рожина, Ольга Ушницкая, Семен Амосов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Случай массового пищевого отравления произошел на этой неделе в Алекминском районе республики. 15 детей и 2 взрослых, именно столько поступивших в инфекционное отделение. Все они из села Улахан-Мунку. Отмечается, что на данный момент состояние пациентов удовлетворительное и стабильное. Прокуратурой Алекминского района организована проверка с участием специалистов, по результатам которой будет дана оценка соблюдению санитарных норм при организации питания учащихся образовательной организации. Гороховый суп, гречка с тушенкой, кисель. Это на обед. Утром тухатай. Молочный суп было, чай с молоком, хлеб с маслом. А тухка была. На полдник пшенка, каша и печенье. Печенье было. В Якутии начался сезон клещей. Несмотря на то, что регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту, случаи нападения клещей на людей и животных регистрируются ежегодно. Готова ли республика к сезону клещей? Чем они опасны как для людей, так и для животных? Как защититься и что делать, если клещ все-таки укусил, расскажет Ольга Башук. 2 взрослых и 1 ребенок обратились за помощью к медикам в Ниренгринском районе. Причина – обнаружение клещей. К счастью, все анализы на энцефалит дали отрицательный результат. За маечкой не видно было, а после того, как ребенка раздели, мы обнаружили клеща. Он не жаловался, чисто случайно обнаружили. Мы сразу же, получается, приехали в нашу больницу Ниренгринскую, где нам была оказана полностью помощь. Сейчас у нас все, в общем, нам позвонил врач и сказал, что нам беспокоиться не о чем. У нас все анализы отрицательные. Всем пострадавшим при обращении в больницу сразу оказывают медицинскую помощь. В первую очередь по удалению паразита. А уже после, в течение 4 дней, человеку необходимо ввести иммуноглобулин. Это касается тех обратившихся, кто заранее не получил прививки. Всего же по республике на данный момент привиты свыше 3000 человек. Для групп населения, групп риска, это вот те люди, чья профессия связана с пребыванием в лесной зоне, это бесплатно. А для другого населения это платно, поскольку у нас республика пока не эндемична. Еще одна из мер профилактики – это акарицидная обработка препаратом, который действует на все виды клещей. В Нерюнгри работа по распылению им мест массового скопления людей, парков, скверов, детских площадок и лагерей уже начата. Ежегодно в республике регистрируется порядка 350 случаев укусов клещей. Из них с вирусом энцефалита единичны. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора ежегодно проводят по всей республике проверку для обнаружения новых мест обитания опасных клещей. Так их нашли уже в 13 улусах. Это Вилюйская группа районов, Центральная и Южная. Обезопасить себя от них можно не только прививкой. Надо одеть светлую одежду, чтобы клещи были заметны. При этом рубашка должна быть с длинными рукавами. Хорошо, если рукава прикрыты резинкой, да, и рубашка должна быть заправлена в брюки, в носки, поверх них должны быть одеты сапоги, кроссовки или ботинки. Обязательно шею и голову необходимо закрыть косынкой или кепкой.
Надо проводить почаще осмотры друг друга с тем, чтобы вовремя обнаружить клеща и его не выбросить, а необходимо, если клеща обнаружили, обязательно нужно сдать в лабораторию по Аюнского 9. Атакам клещей подвержены не только люди. Часто страдают от них и питомцы, особенно собаки. Примерно год назад Анастасия после ежедневной прогулки со своей любимицей Альбой обнаружила у овчарки клеща. Сначала собаки гуляли, потом у нас начались занятия по общему курсу дрессировки. И у нас начали просить показать зубы у собаки. Зубы. Вот, мы вот показываем, потом боковые. Собака открыла, и у нее вот на вот этом месте был прям черный клещ. Хорошо, там мы все так перепугались и не понимали, как надо вытащить, потому что никакого приспособления нет. Но мы там где-то с какой-то одежды ниточку сорвали, и там, благо, женщина, она смогла, она взяла, обвязала, умеет вытаскивать, вытащила этого клеща. У нее здесь образовалась, дырка, естественно, там как хлынула кровь. В период активности клещей четвероногих друзей рекомендуется осматривать каждые 15-20 минут во время прогулок. Эта процедура также необходима после каждого возвращения домой. При обнаружении клеща его нужно аккуратно снять и поместить в шприц или колбу и отнести в лабораторию. Правда, в этом случае анализы делают платно. Чтобы обезопасить свою собаку во время активизации клещей, можно также использовать специальный ошейник или капли. Если у меня есть аптечка, в которой обязательно есть капли на холку, я их до поездки применяю, и так как клещ активизируется в весенне-летний период, летом каждый месяц один раз я капаю на холку. Это очень просто. И также я беру с собой вот такое приспособление. Это очень легко прицепить к ключам. И вот, допустим, вот этой отмычкой, этим можно вот так, допустим, зацепить клеща, сильно не надавливая, и спокойно, без резких движений крутить вокруг своей оси, чтобы вытащить, пока клеща полностью не вытащим. Также есть ошейники, которые тоже применяются в защите от клещей. Но мы, когда едем на охоту или идем в лес, я стараюсь как-то еще одеть своих собак в такие комбинезоны, которые оберегают собаку от попадания клещей на волосяной покров, на кожу собаки. Однако переносить паразитов могут не только собаки. На этой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен измученный клещами шмель. Жители республики гадали, что это за паразиты и опасны ли они для человека. Эксперт лаборатории биотехнологий технопарка Якутия ответил на все вопросы нашей съемочной группе. Да, это правда. Это шмель, и это действительно клещи. Шмели живут у нас в земле. Огромное количество клещей, 50 тысяч видов. И вот некоторые почвенные клещи, они могут путешествовать на шмелях, цепляясь за волоски. Тем самым они используют клещи как авиалинии для расселения. В основном они не кусают человека. Вероятность негативных последствий при сталкивании с такими клещами минимальна и практически не описана в литературе. На сегодня в республике уже зарегистрированы 4 случая укуса клещами людей. Они были зафиксированы в Якутске и в Нерюнгринском районе. По сравнению с центральной частью России эти цифры нельзя назвать пугающими. Но в любом случае нельзя забывать про меры предосторожности, когда находитесь на природе. Ольга Башук, Григорий Хлопков, Якутск день за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Свой последний рейс совершил легендарный Ту-134. Некогда личный самолет Аллы Пугачевой торжественно проводили на пенсию. День Саилыка и Никола Вешний. Жители республики отметили любимый народный праздник, предвестник скорого лета. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». 40 лет в небе. За свою трудовую жизнь этот ветеран успел повидать очень многое. И вот легендарный Ту-134 отправился в свой последний, или, как говорят летчики, крайний полет. О нелегкой, но очень интересной судьбе самолета в сюжете наших мирнинских коллег.
Тушка, туполенок, свисток, стиляга. Ласковые прозвища легендарного самолета Ту-134. Его свист невозможно спутать со звуком других самолетов. Именно из-за этого свиста еще в начале нулевых европейские страны отказались от эксплуатации данной модели. Вот и в России последняя пассажирская тушка совершает свой крайний рейс по маршруту Мирный-Новосибирск. Этот самолет эксплуатируется почти 40 лет, 20 из них в авиакомпании «Алроса». В его последние дни пребывания в родном Мирнинском аэродроме борт легендарного самолета посетил почти весь персонал аэропорта. Пилоты других самолетов приходили последний раз посидеть в кресле 134-го, а бортпроводницы в прямом смысле расцеловали любимую тушку. Утешает только одно – все же есть возможность увидеть этот самолет снова. Очень волнительно, потому что наш любимый самолетик Ту-134 улетит. Вы знаете, как у людей есть судьба, у самолетов тоже есть судьба. Очень хорошо, что у этого самолета очень хорошая судьба. Он отправится в музей самолетов в Новосибирск и присоединится к Ижминской Ту-154 машине. Ну, жалко, конечно. Хороший, мне кажется, он бы мог летать, и мы бы могли на нем работать. Очень хороший самолет. Техперсонал загружает багаж. В последний раз заполняет топливом бак тушки. Проводится контрольная проверка. И самолет принимает последних пассажиров. На этом самолете я летаю не первый год, а 35 лет. Надежнее нашего самолета выносливости в других нет. Дай бог, чтобы все остальные борты долетали столько, сколько пролетали мы. Если ресурс, он мог бы еще поработать. Ну, значит, естественно, на душе немножко так грустно, можем сказать. Ну, все на месте не останавливается, техника новая приходит, все меняется, а этому самолету спасибо. Судьба этого самолета насыщенная. Начал свою карьеру в латвийском авиаотряде советского аэрофлота, затем в местной авиакомпании «Латавиа». Лизинг в Нигерии, в конце 90-х вернулся в Россию и был в личном пользовании у Аллы Борисовны Пугачевой. На этом самолете еще сама Алла Борисовна Пугачева к нам прилетала на концерт году то ли в 98-м, то ли в 99-м. И на этом самолете еще было написано «Алла». Я хорошо помню, мы ездили, встречали ее с цветами перед концертом. Несмотря на лучший показатель надежности этого самолета, большой расход топлива и дорогое обслуживание стали причиной списания Ту-134. Уже по всей стране бывшему Советскому Союзу прекратили эксплуатацию этих туполей, поэтому с каждым годом нам все проблематичнее поддержать летную годность этого самолета. В основном это проблема запчастей, конечно. Легендарный самолет Ту-134 завершил свою безупречную карьеру. Именно этот самолет, последний в своем семействе, сыграл большую роль в судьбах многих людей. С ним ушла целая эпоха. Как и в первый раз, он дерзко взмахнул в дождливое небо и в последний раз просвистел над Мирным. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев. Якутия. День за днем. 38 тысяч километров на миниатюрных вертолетах. Именно столько планируют преодолеть на так называемых автожирах пилоты из Англии. Начинали свое путешествие они еще в марте. Экстремалы пролетели уже порядка 10 тысяч километров через Европу и всю Россию. Из Якутска в Аймикон, а далее их маршрут будет пролегать через Магадан на Аляску. Затем предстоит пролететь над Канадой, США и Гренландией. Завершится путешествие в июле в Англии. С необычными путешественниками встретилась Саргалана Захарова. Вокруг Земли за 4 месяца в кругосветку на гирокоптерах английские путешественники Джеймс и Норман отправились еще в конце марта. За спиной уже 5 стран и практически вся Россия летят на автожирах. Это небольшие летательные аппараты, современный аналог самых первых вертолетов в мире. Гирокоптер – это фантастический летательный аппарат. Намного дешевле, чем вертолеты, но у него много возможностей. Гирокоптеры очень маневренные, на них очень интересно и легко летать. Я надеюсь, что когда люди увидят нас, как мы летим через весь мир, они подумают: я тоже хочу так летать. Идея кругосветки появилась еще 3 года назад. К тому времени Норман уже облетел полмира на гирокоптере. Но одна страна все никак не поддавалась. Как говорит Джеймс, я облетел почти весь мир, и только одна страна, в которую мне никак не удавалось попасть несколько лет, это была Россия. Побывать здесь, пролетев над Беринговым проливом. Создав команду с Джеймсом, мы все-таки это сделали. Мы заполнили нашу карту недостающей частью.
Джеймс к 30 годам уже не раз сталкивался с серьезными испытаниями. Молодой англичанин чудом остался жив после аварии на мотоцикле. Полгода в инвалидной коляске и исцеление благодаря вере в свою мечту. Теперь Джеймс вдохновляет своим примером других людей. В этом приключении он доказывает, что главное захотеть и не бояться идти вперед. Я понял, что буду жалеть всю жизнь, если хотя бы не попробую этого сделать, пролететь через весь мир. И вот мы здесь. Моя миссия в этой кругосветке – проводить встречи в школах в каждой стране, где мы побываем, чтобы вдохновить миллионы молодых людей двигаться вперед к своей мечте. Вот почему я это делаю. Да, и, как сказал Норман, мы создали команду, чтобы пересечь Россию. Управлять гирокоптером – это все равно, что водить мотоцикл, говорит Норман. Нужно все время держать руку на рычаге управления и не отпускать. Таким образом, путешественники летят непрерывно по 4-5 часов в день. Это непросто, признаются экстремалы. Здесь нет автопилота. Тебе нужно все время физически напрягаться, чтобы управлять им. И это физически нелегко, когда сидишь и все время тебя понемногу подбрасывает. Что касается высоты полета, то здесь хрупкое, на первый взгляд, воздушное судно может конкурировать даже с большими вертолетами. Автожир может набирать высоту до 3 и более тысяч метров, но в этом путешествии экстремалы предпочитают лететь гораздо ниже. Так есть возможность полюбоваться природой, посмотреть на незнакомые города и села. Перед нами открылись просто фантастические виды. Горы, поля. Просто замечательно. И, конечно, люди. Очень дружелюбные. На борту все самое необходимое. Топливо, сменная и теплая одежда, принадлежности для экстренных случаев. Это и палатка, и лодка, и специальный чехол для самих автожиров. Максимальная загрузка вместе с пилотом – 500 килограммов. Для такого типа маршрута, в котором ты из тропиков переходишь в арктическую зону, тебе нужно иметь с собой все на любой жизненный случай. Например, чтобы сесть в пустыне, как это было в моем случае, мне пришлось срочно садиться в пустыне Саудовской Аравии, а ночь я провел на заправочной станции. Впереди еще десятки тысяч километров. После Якутска пилоты планируют приземлиться в Ваймяконе. А дальше Магадан, откуда через Беринговый пролив искатели приключений полетят на Аляску. Планируют достичь финиша в июле. С точной датой пока не определились. В планы свои коррективы вносит погода. Вот и в столице республики пришлось немного задержаться. Но как тучи над Якутском рассеются, путешествие англичан вокруг Земли продолжится. Саргалана Захарова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Впервые в этом году в республике официально праздновали День Саилыка, знаменующий собой наступление долгожданных летних дней. Традиционно в Николин день жители Якутии переезжали в летние жилища. Этот день очень важная дата в сельскохозяйственном календаре. Как проходил этот поистине народный праздник Никола Вешний, расскажет Анастасия Кобызева. Николай Чудотворец – один из наиболее почитаемых святых во всем мире, и Якутия не исключение. Этому святому посвящены многие храмы в нашей республике, в том числе и древнейшая восстановленная церковь в Якутске. Именно здесь, в Никольском храме, православные верующие отметили престольный праздник – День памяти святителя Николая Чудотворца. Празднование началось с божественной литургии и крестного хода. Богослужение возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. Нет камени, не плодно чудодея мое, но не тления источник из гроба дождевших Христа. В Николин день впервые перед прихожанами выступили коллективы Государственной филармонии Якутии, симфонический хор и духовой оркестр. Николай Чудотворец жил в III веке в Греции, был очень религиозным. После смерти своих родителей раздал их имущество бедным. Сам он был погребен в ликийском городе Мире через 7 веков. Во время нападения на город мусульман мощи Николая Угодника перевезли в итальянский город Бари, где они покоятся и по сей день. Ежедневно к святому обращаются миллионы людей по всему миру. Он – покровитель мореплавателей, путешествующих, помощник бедных, а также защитник семейного очага. Это наш защитник. Мы всегда обращаемся к нему за помощью, и он всегда нам помогает. Это великий праздник Русской Православной Церкви. Это возможность сплотиться всем и порадоваться этому общему празднику. Для меня это вообще впервые, честно говоря. Но я специально вот детишек привела и сестренку, чтобы они познали вот этот праздник. Святой, который своей святостью приобрел в России настолько
значимость, силу, да, что, наверное, всех больше в России построено храмов и монастырей. В народе Николай Чудотворец стал покровителем сельского хозяйства. Считалось, что он может уберечь скот. А по приметам, связанным с этим днем, угадывали, каким будет урожай. Согласно народному календарю, Николин день знаменует начало лета. Почитание святителя Николая в начале лета мне видится как призывание из его покровительства, его благословения на все наши труды. Пусть так и будет. Пусть святитель Николай сохранит нас от всех бед и дарует благополучный сбор урожая, выращивание урожая. Народная любовь к Николаю Чудотворцу безгранична. Каждый день к нему обращаются с самыми заветными желаниями. Люди верят, что он дарит духовную помощь через свои мощи, иконы и молитвы. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутия. День за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Мы с вами увидимся обязательно на следующей неделе. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.